Я честно трудился в Республике Коми. На протяжении 4,5 лет, исполняя государственные программы, поручения президента и правительства Российской Федерации, поручения главы Республики Коми. Хочу особо отметить, что под руководством главы Республики Коми Сергея Анатольевича Гафтова нам удалось собрать в составе правительства республики мощную и эффективную команду, одним из главных результатов работы которой был профицитный бюджет в 2019 году впервые за много лет. Свою работу в республике мы начинали в сложный период, когда в конце 2015 года были арестованы многие чиновники и руководители в рамках уголовного дела о коррупции. Шло следствие, продолжались аресты. Работать в таких условиях было крайне тяжело. Люди были напуганы. Ни о какой передаче дел нам не было речи. А страх попасть под уголовное преследование парализовывал людей. Многие предпочли бездействие реальной работы. Основной целью некоторых оперативных работников было во что бы то ни стало найти в действиях Гафликова и его непосредственных подчиненных хоть какое-то нарушение закона. И воспользовавшись своими полномочиями, которые, к сожалению, дают им неограниченную власть и возможность безнаказанного злоупотребления права, превратить это в громкое уголовное дело, рапортовав о своей неустанной работе и успехах в борьбе с коррупцией. На протяжении всей нашей работы эти борцы с коррупцией цинично пытались отыскать в наших действиях признаки хоть какого-то преступления. Если бы я понимал тогда, что эти люди в своих действиях не погнушаются ничем и так отблагодарят меня за работу, я немедленно покинул бы республику. И работая в иных федеральных проектах мог бы принести немалую пользу людям. Но я был уверен в том, что человека, который не нарушает закон, нельзя привлечь к уголовному преследованию. Понимая, что я честный человек и не нарушаю закон, и отчаявшись найти в моих действиях хоть какие-то признаки нарушения закона, силовики стали искать уязвимость в работе политтехнологов, в части внутренней политики и выборов. Понимая, что в нашей стране, к сожалению, существует много вопросов, возникающих в процессе организации и проведения выборов, которые не регламентированы законодательно. И обнаружив незаконные действия Минеева, силовики просто раздавили его. Запугали так, что он дал ложные показания, оговорив меня, не дав ему возможность привязать меня к этому уголовному делу. Монди всегда помогал Республике Коми в решении государственных задач по финансированию выборов. Ничего нового не произошло. Таким образом, выделенные денежные средства пошли на заранее оговоренные Гафликовым и руководством Монди цели: выборы, внутреннюю политику, пиар, работу со средствами массовой информации. Можно по-разному относиться к действиям прокуратуры, как контролирующего органа в рамках данного уголовного дела. Но я убежден в том, что прокуратура не должна была утверждать мое обвинительное заключение, не дав правовую оценку действиям Галяева, Михеевой и более чем 40 индивидуальных предпринимателей и организаций, участвующих в законной деятельности. Я нахожусь в тюрьме 18 месяцев. Вина моя ничем не доказана, поскольку я не совершал никакого преступления. Однако все это время следствие и обвинение упорно не желают слышать меня и твердят о моей виновности, даже не попытавшись дать оценку моим показаниям, требуя моего тюремного заключения на полгода. Какую угрозу я несу обществу? От кого меня следует изолировать? От чего мне следует исправляться, находясь под одной крышей вместе с убийцами, насильниками и наркоманами, они так и не пояснили. Им абсолютно все равно, что, будучи заключенным под стражу, я лишен возможности работать, содержать свою семью, приносить пользу государству, на справедливость которого я рассчитываю, ожидая оправдательного приговора. Я считаю, что обстановка, которая сложилась в республике, очень напоминает период с 1937 по 1953 года прошлого века, когда человека могли арестовать и осудить, основываясь только на доносе, в том числе и анонимном. И уголовное дело, которое возбуждено против меня, является бесспорным доказательством. Я хотел бы отметить, что действия силового блока республики направлены в рамках данного уголовного дела не на выявление и привлечение к ответственности истинных участников преступления, а на провоцирование коррупционных скандалов, втягивание в них высокопоставленных чиновников, манипуляцию местными СМИ, которые по рекомендации своих кураторов, не дожидаясь решения суда, уже вынесли свой вердикт, основываясь исключительно на собственных предположениях. Вероятно, некоторым представителям силового блока таким образом удобно формировать необходимую штат отчета, добиваться неочередных званий, повышения послуг и кричать о своей блестящей работе. Только вот является ли это борьбой с коррупцией, а не профанацией? Ответ на этот вопрос, уважаемый суд, вы знаете не хуже меня. Мне искренне жаль Игнатьева, который, поддавшись на давление со стороны Минеева и его сообщников, нарушил закон.
Печально, что Игнатьев не попытался сообщить мне о тех поручениях, которые отдавал ему Галяев, прикрываясь Минеевым и его статусом. Чувство жалости вызывает у меня Минеев, который просто сломался и в очередной раз нарушил закон о говорении. Мне непонятно, почему сообщники Минеева, выполнявшие его поручения, а после по его команде, реализовавшие свой очередной технологический проект по оговариванию, ушли от ответственности. А то, что Минеев своей ложью попытался перечеркнуть мою жизнь, мою безупречную репутацию, то, что он принес столько горя и невосполнимых утрат в моей семье, безусловно, останется в его совести. Показательно, что за все 8 месяцев судебного разбирательства Минеев ни разу не отметил смотреть. Один только. В завершение я хотел бы отметить, что на протяжении всего предварительного следствия и судебного разбирательства я, несмотря на положение статьи 14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой я считаюсь невиновным, а время доказательства лежит на стороне обвинения, занимаюсь именно доказательством своей невиновности. А то, что все сомнения в моей виновности должны быть истолкованы в мою пользу, никто упорно не хочет слышать. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения и свободы. Ваша честь, я уверен, что вы с вашим опытом работы, понимая все особенности и политическую составляющую данного уголовного дела, а также чрезвычайно сложную политическую обстановку и специфику работы силового блока Республики Коми, смогли досконально разобраться во всем и установить истину. Я не совершал никакого преступления. Я хочу жить нормальной, полноценной жизнью, заботиться о своей семье, трудиться и приносить пользу людям. Я искренне надеюсь и рассчитываю на то, что вы вынесете меня в Спасибо.